В эти дни мир готовится праздновать 72-ю годовщину капитуляции милитаристской Японии и окончания Второй мировой войны. События 9 августа 2 сентября 1945 года непосредственно коснулись Дальнего Востока СССР. Здесь формировались боевые соединения. В значительной мере из местных новобранцев, а некоторые советские населенные пункты находились в тот период на военном положении. Валерия Павловича Арбатского призвали на войну с японцами в 17 лет. Сейчас ему 90. Своими впечатлениями он поделился с нами. Я родом Иркутской области, Казачинский-Ленский район, деревня такая была, Карнаухово. Вот там я проживал до 42 года. Ну, а там колхоз, известно, хлебопашеством, все это урожаи ростили, занимались всем. Техники не было, все на лошадях пахали. И вручную, все вручную. Хоть и школьники там ходили, пололи, все. Ну, всю работу, что в колхозе есть, они это выполняли мы. Колоски собирали, все это, ну, это в детстве. Ну, а тут уже 17-18 лет, уже считаться в деревне уже мужчиной, работник. Вот 2 лошади и пахал. Ну, конечно, жизнь была трудновата. Одежонка это холщово все было. Ткали сами, говорит, сейчас половик, стелим это, а там штаны носил. Ну а что, больше где-то в лес дрова где-то валили. Лес валили, возили, шкурили. Он немножко подсохнет. А летом, весной плоты делали и сплавляли вот это все. Хлеб, картошку, все до Киренска. А там дальше уже на базе и дальше. Видите, как заготовка была такая. Урожай, конечно, всякий был, это, что могли, то собирали, мололи, то есть молотили. Всю такую трудоемкую работу, это уже все старшие-то были, все в армии, на фронте. Вот мы вот такие вот остались, как считались за мужчинами. Нас было 4. Отец на фронте был. Но у меня брат со мной и 2 двойники были. Игорь и Аркадий. 36-го года они. Ну вот, как 2 года одного не стало, умер. А один живет в Питере. Тоже уже под 80 ему. Призвали меня в 42-м году. Как раз это пахал. Там уже приехал гонщик, срочно, собирайся, все такое-то. На сборку сутки дали. Ну, время такое было, все на быстро, да. На плотах сплавляли до Киренска. Ну, в деревне, ну, человек 50, молодежи-то было много где-то. Человек 36, что ли, нас было-то, как раз-то. Ну, до Киренска доплыли мы, 1,5 суток плыли с ночевкой. 200 километров от места Казачинска и Киренска. Ну, приплыли, нас сразу по казармам, сразу через сутки на барже, и я до Иркутска. До Иркутска, значит, там привезли, когда то ли, ну, советовались, Черемахова, первого БК, шахта Новогришева хотели нас. Приехали эти, как говорится, покупатели, ну, эти, за нами. Ну, туда-сюда, в общем, не знаю, как все, нет, но, в общем, собрали нас, омундировали и по частям. Ну, первый, конечно, курс молодого бойца, как ходить, как здесь, встаю, смирно, вольно, все это. В общем, приучали к дисциплине.
Ну, служба чего? Тоже, говорится, нелегкая была, с питанием плохо было, что там, 600 грамм хлеба, баллонда воды и все такое-то. Ну, ничего, жить можно было. Ну, вот и началась служба у меня это. Ну, до 45-го года меня хотели на запад взять. Винтовку дали, а она это меня чуть не допопала. Ну, малый рост был. Ну, дали карабин со штыком, все такое-то. Ну, вот у меня смотреть меня. Ладно, пускай подрастет. Ну, тут туда-сюда это на 77-й разъезд от Читы тут недалеко. Нас еще докомандировали, ботинки, обмотки, а то мы еще пока еще в своем были эти, а обувь-то. А это все мундирование такое. Ну, все американское было все, обувь, там 45-й. А я когда 39-й носил точно. Ну, вот он, да, домандировали нас это. И вот так служба началась, конечно, нелегко. Все это вовремя, дисциплина, основное это залог здоровья. Да, с Японией в 45 году объявили войну. Нас это рассадили такие специальные машины, садят, и там какое место, все такое по воде, амфибия. Ну вот едем это, сидим так же, кресло все такое, что такое, а ночью объявили войну, ночью, 2 часа что ли, да, ночи. Прямо с бугра, с яром, это всех смотрят, куда что, это вода упадет. Потом говорит, не беспокойтесь, это такая машина, она не текет. Ну, перевели на ту сторону, все расползлись, а камыш такой 2 метра, не видать даже, туда что это идет. Но очень строгая тишина, ни звука, это. Ну, думаю, что японцы рядом. Ну, а когда прошли вот этот там участок, это километра 2 нашли. И тут как-то внезапно, тут где по-пластунски, где как-то внезапно, ну, были уже патрон-то загнатый в патронник, и один как-то на предохранитель не поставил. И ползли, он как-то, видать, это задел нечаянно, а впереди тоже шли. И он выстрелил, ну, а ранил своего. Ну, много там как-то получилось это. Но тут сразу его забрали, как, что, почему, то сразу расследование там, это, ну, это после этого был разговор-то. На чисто поляну вышли, тихо, ну, когда все это, дивизия вся перебралась на ту сторону и пошли. Это мы, значит, сутки тут пока группировались, пока это разведка там разведывала, сюда. Сходили там поселок, ну, там название какие-то, ихние, это, где-то доложился, там никого нету, это километров 5, наверное. Ну, шли вроде так, видно, все такое. И откуда ни возьмись, целый это полк вылез. А у них это, японцев, казармы делали под землей, скрытые. И там около 7 тысяч было у них. Ну, это, ну тут уже их обкружили, ну, внезапно их захватили. Все это под Турахом пьяные были. Хотя и объявили войну, все это, тут, видать, до них не дошло. И вот когда окружили их это, и они стали по лифту подниматься это, а глубину, наверное, метров 150. А мы стали по бокам, все сколько там это, метров 200, наверное, каждый. И вот они проходят это.
Ну, их это тут арестовали с оружием, туда-сюда это. Но они вроде что-то ругаются, туда-сюда это. Бьют солдат, эти офицеры-то, по их не понимаем нет. И когда все это они выгрузились, посчитали 7 тысяч, командир дивизии вышел. Мы, говорит, еще не сдаемся, у нас все впереди армии. Видать, не сообщили, что ли. Вот там вот началась. До Мокдена дошли. Тоже это было у нас сопротивление. И когда Мокден прошли, ну тут кое-кого ранил, тоже не сильно. А следующий поселок, он был очень укрепленный был. Арналка, как это название-то у нее. Вот там было крепко это. Сутки простояли, пока кто кого. Ну, бомбили туда-сюда, это самолеты. И после этого японцы подняли флаг. Ну, сдаются. Ну, их сразу окружили, сразу 2 дивизии зашли, и они красный флаг, то есть белый флаг повсюду. Дальше пошли, и тоже небольшой этот сопка, так называлась, 45-ка, это 45 градусов. И вот он это, только поднимемся мы, он застрочит, падаем, вроде бы, раза 2, потом немножко это скомандовали, немножко копаться. Ну, место это, вроде бы так не сказать, местами какой-то грунт полускальный. Ну, дрезва, но очень она твердая. Пока это малая лопатка. Это, ну, в общем, зарылись мы, кто как мог. Лишь бы голову закрыть, а остальное, говорит, ладно. И вот он строчит, но мы вроде бы еще окружить. И на моем направлении, на нашем с Витькой этим, Сведзинским, промоина, дожди-то как шли, и, видать, это почву такую-то вымыло, а камень, гравий-то это остались. Скальная это порода такая, земля. Но она примерно, это, широко так вот, метр будет, но глубиной сантиметров 60 промыта. А чем дальше лезем, она все меньше и меньше. Этот канал-то. Чем дальше она смывает его, а тут это начало. Но мы с ним подкрались. Этот сзади командир говорит, у вас, говорит, гранаты есть? Говорим, РГД и лимонка. Но это первый раз гранату кинуть, руки трясутся, это, а уже не думается, а он строчит, ему поднуться ниже, и он это, видать, что по бровке пуль-то ложатся. Это. А мы-то ниже, это, а если ближе, значит он нас может достать. 25 не доползли до него. Но он все равно это туда-сюда, видать, у него круговой был пулемет-то. А он был это закован, смертники они. Это, ну, пулемет или там этот специально раджет, он бетонный. И вот он это бегает то туда, то сюда, это крутит этот пулемет-то. Ладно, мы, пока он это там крутит, ну, слыхать, что куда стреляет. Я РГД кинул, ну, лимонку эту. Она что, уклон, она скатилась, она взорвалась, не там, где это.
Потом он дает мне эту РГД, ну, с ручкой. Я снимаю пилотку, чеку вот так это держу в пилотке-то и это взловчаюсь, так это вроде поворачиваюсь, чтобы размах у меня лучше получился это. А я левша был. Он говорит, ты какой тещиной рукой, говорит, это кидаешь, говорит. Тещиной рукой? Ага, тещей левой. А я левша был тогда. Ну и это выбраться к стенке этой, чтобы эта рука свободнее. Ну и потом чеку отпустил, там на только секунды и кинуть. Ну, удачно кинул я, ну, не долетел, да, конечно, до самого там, до как это, до дыры-то отверстия. Но все равно Попал? она это взорвалась, но его, видать, это контузило, что ли. Он замолчал. Ну, тут поднялись, ура, туда-сюда, в общем, зашли, а он, говорит, это, закован в цепь. Ну, а все равно это, его не ранил, ничего, ее просто контузило. И вот, когда стали уходить, ну, адресовку эту обошли, откуда ни возьмись, это самолет ихний. Ну, начал он тут это, вот тут меня ранило осколком. Легкое ранение было в коленку. Ну, туда-сюда бинтом забинтовали, а все равно бежишь, это, сочится ботинок в воде, там, то что-то в крови. Ну, у меня в санчасть тут утащили санитары. И вот я, сколько я, 20 дней пробыл это, на фронте. И меня в госпиталь, и так я больше не попал на фронт, потому что кончилась война-то. В военное время в колхозе была, в колхозе работали обычно, ну, лет-то мне мало было. 10 лет я во всю ферму, у нас там ферма была тоже, коров доили, я коров пасла, овец пасла, все вот это, все там в колхозе делали. Жатва была, хлеб убирали, все это было. Ну, чувства какие тут, тогда мы молодые были, шаг сильницы не предали, но училась я тогда. У нас директор школы была, Хохлуша, тоже. А мы на первой партии вот так же стол, а тут мы сидели с подружкой, всегда смеялись и все. Она говорит, я вас выгоню сейчас со школы, говорит, ага. Говорит, вас, вы смеетесь, мы. И вот она потом объявила, что вот так и так война кончилась в 45-м году. Ой, радежники-то мы были. И нам булки не принесли. Не щи, а тогда, знаете, во время карточницы, во-первых, кормили нас там в школе, булочки давали, супы давали, это там нас все кормили там. А тут ни булок, ни зупы, ничего, все радешеньки, все обрадовались, все ученики все соскочили. Ой, мы так обрадовались вообще. И слез было много тоже. А мы как раз это были на учениях, и тут сразу объявили, что война-то кончилась. Ну, мы тоже готовились к войне, учения были большие. Кто чего, кто шапку кидает, кто радуется, прыгается. Конечно. Обнимаемся, все это. Но нам дали по 50 грамм это, водки, по 100 там это. Ну а что, где там это? Ой, все гимнастерки расстегнули, как это партизаны. Ага. Ну, вот он, все, праздник кончился, давайте дальше. Кто с похмелья, кто... А некоторые, я-то не пил, а отдавал там пожилому. Ну, а тут напился, бля, ему. Строгача дали. Ну, всякое. Ну, в 50-м году я пришел из армии,
тут на флот поступил, туда-сюда, сюда пришли. И вот я здесь летом, значит, в навигации, ну, там подремонтируешь судно, что делать? Настройки, полтота и построил, наверное. Ну, Во-первых, здоровье им надо первое время. Первое, конечно, вырастить здоровыми, окончить, что задумали, какую специальность, поступить в институты, настроить в таком, чтобы ты в дальнейшем мог пользу дать стране, да. Ну и быть самому таким вдохновляющим, чтобы ты гордился сам собой, а раз сам собой, значит, и тобой будет гордиться. Это очень такая цель, что ты ее потом сам не заметишь, как я себя обновил. Вот это самое такое в человеке должно быть качество. Ну и культура, уважать должен старших, ну и всех, кто какой бы нации не был. Это тоже человек. Вечная память героям, павшим за свободу и независимость нашей Родины.